Пресс-министра здравоохранения Эдуарда Будба в Гудаутский ковид-госпиталь начался с осмотра приемного покоя. Врачи подробно рассказали о том, как пациенты с ковид-19 поступают в медучреждения. Раньше для приема больных с коронавирусной инфекцией во дворе больницы стояла палатка. Теперь их принимают вот в этом помещении. Не надо никуда идти, прямо сюда. Да. Сюда спускается доктор. То есть потоки перераспределены, сразу человек получает необходимое, не заходя в главный корпус. Абсолютно. Мы сейчас санэпидрежим, учитывая санэпидрежим, мы все это провели. Здесь сюда приезжала помощник Мурашка, мы с ней тоже, она все смотрела, она сказала, идеально. У нас даже, говорит, в Москве такого где-то на объектах нету, все идеально проведено. Вся разметка была проведена, чистая красная зона, где у нас отдых врачей, все у нас все это сделано. Медики рассказали, что прием организован и для беременных женщин с положительным диагнозом на ковид-19. У нас лифта 3 здания отдельно, потому там приемный покой у нас. Мы там их принимаем, смотрим, обрабатываем, оцениваем и поднимаем беременных в большом сроке 2-3 триместр на 2-й этаж. А 3-й этаж у нас было как гинекологическое отделение. Операционное там у нас находится, если нужно делать кесарево сечение, ковидное. Если все, что не ковидное, мы не принимаем сюда, отправляем в Сухуми. Но если экстренно, тогда хирургия нам предоставляет свою операционную, мы там делаем. Пожалуйста. Далее министр здравоохранения вместе с медиками и главой администрации Гудаутского района Багратом Боджго, главным санитарным врачом района Ингой Чанба и главврачом больницы Хаджаратом Шамба направились к кислородной станции, которая была установлена недавно. Врачи рассказали, что это для них большая подмога, а на случай форс-мажора рядом стоят кислородные баллоны. Это резерв. Кроме того, Инга Чанба рассказала, что Гудаутская СС по-прежнему ведет и наблюдает очаги распространения COVID-19. Затем министр направился в красную зону пообщаться с больными. На поправку идем. Ну, слава Богу, слава Богу. Извиняюсь. Так, все чисто. Хорошо. Сейчас там вам легче, наверное, так лежать, пишите, как вам легче, лежите. Поправляйтесь быстрее, это самое главное. Возвращайтесь к своим семьям, к родным, близким. Что от нас надо, от коллег, от врачей. Мы здесь готовы выслушать, помочь. Если при необходимости. Какие-то есть пожелания, может там лекарства, что-то не хватает? Большое спасибо всему коллективу вашему медицинскому. Я даже не представляла, что у нас есть такое лечебное заведение по ковиду. Как самочувствие ваше? Понятно, что в реанимации, но на поправочку идете? Пошли на поправку заметно. Так что... Давайте, поправляйтесь. Спасибо. Поправляйтесь, ребята, Ваши все друзья переживают, занимаются в вами. надежных руках, я не сомневаюсь. Давайте. Спасибо большое. Эдуард Будба поблагодарил медиков за их тяжелый труд во время пандемии и отметил, что и дальше будет посещать госпиталь и проводить рабочие встречи с врачами и руководством больницы. Все важные вопросы будем решать совместно, сказал министр. Огромное спасибо. Действительно, в тяжелейших условиях приходится работать. Все понимаем, но это, как говорится, наша работа. В Гудаутском ковид-госпитале по-прежнему ощущается острая нехватка медперсонала. По словам министра здравоохранения, этот вопрос будет решаться. Будем в рабочем порядке встречаться, помогать, чем мы можем. Государство, Минздрав, просто наши граждане. И я думаю, вот одна из просто банальных вещей, которые мы сегодня столкнулись уже на выходе. Нету кондиционирования, сейчас жаркие дни наступят. Считаете, скажете, сколько... Мы уже посоветовались с профессионалами, они нам подсказали, какое оборудование, какой мощности необходимо. Хорошо. Главврач больницы Хаджарат Шамба рассказал, какова ситуация здесь на сегодняшний день. В этом корпусе у нас 38 пациентов, из них мы расцениваем тяжелыми 16 больных. И в реабилитационном мы организовали отделение реабилитации для больных уже ковид-отрицательных, которые еще нуждаются в кислородной поддержке. Там 11 больных у нас проходит лечение. Это в основном корпусе больницы. Да, и плюс одна беременная в специализированном отделении. Министр здравоохранения Эдуард Будба намерен посетить все лечебные учреждения страны, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах. Кугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.